Друзья, как известно, Соединенные Штаты Америки после прихода Дональда Трампа к власти немножко охладели в отношении Украины. Давайте об этом я постараюсь вам объяснить свою точку зрения, почему это произошло. Некоторые ругают Дональда Трампа и обвиняют его в том, что он является агентом российских спецслужб и там агентом Путина и так далее. Ну, во-первых, в это трудно поверить, так как в Соединенных Штатах 18 разведывательных служб, и США являются самой богатой экономикой в мире и самой мощной военной державой за всю историю человечества. Поэтому мне просто только лишь из-за этого трудно допустить, что эта страна позволила бы агенту иностранной разведки стать во главе их государства. Все, что делает Трамп, мы видим, он делает для США. Поэтому это тоже подтверждает, что он не является чьим-либо другим агентом. Но некоторые обвиняют не только Трампа, но и Соединенные Штаты Америки. Но давайте посмотрим, почему это могло произойти. На мой взгляд, здесь причина немного в другом. Дело в том, что вы, украинцы, идете один шаг просто след в след по нашим ошибкам, по нашим чеченским ошибкам. И против вас воюет тот же враг, который воевал против нас. У них одни и те же методы, одна и та же ложь, одни и те же спецоперации и психологические операции. И вот смотрите, как происходит. За 11 лет вы не провели иллюстрацию, вы не вычистили всю вот эту ГБшную агентуру, которая есть у вас. Мы слышим голоса в Украине, которые об этом говорят. Конечно же, сейчас идет война, широкомасштабная война. И воевать на два фронта, воевать и в тылу, и на передке, невозможно. Можно либо с этими воевать, либо с этими воевать. Поэтому пока российская армия наступает, в тылу воевать практически невозможно. Но в тылу все очень отвратительно. У нас, например, вот как я уже сказал, было то же самое. Пришел Джохар Дудаев, не политик, как и Зеленский. Джохар Дудаев из военной области, Зеленский из шоу-бизнеса. Пришли в систему, которая построена КГБ СССР, и она функционирует уже несколько поколений. Ничего ни Зеленский не мог сделать, ни Джохар не мог сделать, хотя он был военный, у него была команда, у него были верные товарищи, но было очень трудно. И когда он всех поувольнял, вычислял, кого всех поувольнял, потом проходило время, и после его гибели все эти люди вернулись на места, и якобы их Джохар куда-то на задание отправлял и так далее. Джохара же уже нет. Можно говорить все, что угодно. У Зеленского, на мой взгляд, ситуация хуже. Он просто находится в тисках. И я очень надеюсь и верю, хочется верить, что Зеленский думает о своем народе, думает об Украине, думает о том, и настоящий борец. Я очень на это надеюсь. Но я думаю, ему очень нелегко. Этот один момент. Давайте посмотрим, почему прокол. Я просто несколько вам назову. Вот у вас есть такой Роман Червинский. Уважаемый человек, разведчик. Человек, который прямо обвиняет Ермака в работе на Россию. Прямо говорит о том, что отпустили вагнеровцев. Вагнеровцы – это личный проект Путина. Как и ЧВК Вагнер, так и ЧВК Кадыров – это проекты Путина. И это очень важно, чтобы ЧВК Кадыров и ЧВК Вагнер, потому что это путинский. Не потому, что там Кадыров имеет отношение к чеченцам или вагнеровцы какие-то супербойцы. Нет, потому что это проект Путина. И на это нужно обращать внимание. Кстати, ваш проект «Хочу жить» очень даже содействует для того, чтобы освобождать ЧВК Кадырова, называя их иногда чеченцами. Хотя они чеченцев убивают больше, чем украинцев. Так, на минутку. Давайте дальше пойдем. Вот у вас есть такой Бутусов, есть такой один журналист, пропагандист, который абсолютно не вызывает у меня никакого доверия. Он распиарил Евгения Нужина. Помните? Того самого ЧВКшника, который сдался в Украине добровольно. Его подняли, сделали его мегазвездой на время, а потом передали русским. И как его убили кувалдой, ударив по голове, вы все тоже, наверное, помните. После этого
ЧВКшникам сдаваться желания уже не будет, как мы понимаем. А это удар. Это удар по тем, кто воюет. Это удар по всему сопротивлению. Понимаете? Вот как ведется работа против вас. На мой взгляд. Например, у вас есть такой Буданов Кирилл. У нас у чеченцев Кирилл Буданов, фамилия Буданов, вызывает очень негативные ассоциации. Очень страшные ассоциации, потому что это один из таких самых засвеченных убийц чеченского народа, Буданов Юрий, который издевался над несовершеннолетней девочкой, заживо ее закопал, похитил из дома там, и так далее, и так далее. Просто зверь. У нас фамилия Буданов ассоциируется с лаптежником с болот, с варваром таким, грязным, вонючим варваром, который был потом нашим героем, чеченцем в центре Москвы, просто пристрелен, как бешеная собака, потому что правосудия на России нет. Так вот, этот ваш Кирилл Буданов, например, рассказывал, и я ему верил, что скоро Россия развалится, он показывал карту там, и так далее. Я верил, что вот у вас там бойцы, там вся власть у вас свободная, независимая, борется против России и так далее. На самом деле развала России никто не желает. Откуда Буданов взял эту карту, почему он об этом начал говорить, непонятно. Но потом, когда ты смотришь российское телевидение, они очень сильно мобилизовались. На этом фоне вся вот эта оркомасса, она мобилизовалась. Нас хотят разделить, нашу великую империю хотят там разрушить и так далее. Это способствовало то, что делал Буданов. Например, когда Пригожин пошел на так называемый поход на Москву, который в Ростове закончился, я, не имея той информации, которую имеет Кирилл Буданов, сразу сказал, что это туфта полная, вы о чем говорите? Даже тот момент, там, Шойгу, где снаряды, там, кричал Пригожин, я тогда понимал, что это какая-то постанова, потому что, немножко разбираюсь в том, что делают русские. Кирилл Буданов на голубом глазу сказал, нет, это был настоящий поход, мятеж там и так далее. Все, после этого доверие к Буданову у меня пропало. Напрочь. Понимаете? Не может этот человек не знать, что это была постанова. Такого уровня офицер, который фактически звезда. Никогда не видел разведчика, который каждый день, чуть ли не каждый день дает интервью и такой весь такой известный. Я про коррупцию промолчу. 2 заместителя Буданова во время войны, представьте себе, уволены. Потом начали говорить, что это не коррупция, но пока другого объяснения мы так и не услышали. Если это измена, 2 заместителя, тоже не лучше. А коррупция это практически измена во время войны. А помните вертолетчика, который перелетел на сторону Украины и сдал вертолет, получил деньги и где-то в Испании скрывался? А потом его нашел киллер, убил его, переехал автомобилем через его голову. И Буданов сказал, он позвонил своей подружке и засветился. Все. И никому не жалко, тот же предатель, реально тот был предателем, да, не спорю. Но зато другим больше предателям не захочется переходить на сторону, понимаете? Вот в чем фишка-то. И этих моментов очень много. Например, ваш Кирилл Буданов, например, дарит медальку, самодельную медальку от самозванца Закаева Зеленскому. На фото, есть такое фото. Мы все говорим, кто такой Закаев. Мы все прекрасно знаем, кто такой Закаев. Как и история с Бутусовым, был такой Киргиз Мусиханов, чеченец по имени Киргиз Мусиханов, который сам добровольно сдался в плен, но его нужно было быстренько вернуть и туда, в Россию. Приехал туда Хусейн Джамбетов, помните такого, который у вас там воевал, закаевский майор он там был, вместе с Закаевым приехали в эту тюрьму, где содержат вот этого Киргиза Мусиханова, содержали. И потом передали его России. А этот человек добровольно сдался, понимаете? Добровольно. И больше после этого чеченцев охота отпала сдаваться. Вот по этой вашей программе «Хочу жить» и так далее. А я, между прочим, и ее рекламировал. Я вас вообще везде поддерживать пытаюсь, украинцы. И вы многие это знаете.
Ну как так происходит? Мы говорим, я говорю, Аят Эдигов говорит, вдова Джохара Дудаева, Алла Дудаева говорит, что Ахмед Закаев и Руслан Кутаев, который у Гордона у вас сидит, мы все это знаем, мы вам это говорим, и никаких, даже один ваш журналист не задает вопроса просто Закаеву. Почему вот Аят Эдигов говорит, что вы подписывали документ, что Чечня является частью России? Фактически сливал нашу независимость. Это как если бы ваш какой-нибудь Зеленский или кто-нибудь другой подписывал бы, что вы являетесь частью России. О чем так Россия мечтает. Вот это Ахмед Закаев все делал, есть документы, все опубликовано, все имеется в сети с фактами. Мы живые тут сидим, публично об этом говорим. Ничего не происходит. Буданов берет эту медальку и дарит, как будто он не понимает, кто это такой. Таких случаев очень много, дорогие украинцы. Вы должны это понять. Дело в том, что Америка и лично Трамп, они посчитали, что больше играть по этим правилам они не будут. Потому что фактически их держат за лохов. Извините меня. И прямо министр обороны, новый министр обороны США об этом и сказал. Дядюшка Сэм не дядюшка Лошок. И получилось так, на мой взгляд, что Трамп просто взял вот эту шахматную доску и перевернул ее, подбросил все. Сказал, теперь я буду диктовать условия. Теперь я буду предпринимать шаги, о которых вы не догадываетесь. И сейчас, пытаясь приостановить войну, Трамп пытается спасти ту элиту, ту соль украинской нации, которая ведет борьбу. Тыл отвратителен. Очень отвратительно. Там есть порядочные люди, отличные люди. Я не пытаюсь никого огульно обвинять, ни в коем случае. Боже упаси. Я пытаюсь объяснить, что очень много агентуры действует. На очень высоких, больших постах. У вас есть такой Подоляк. Вот этот Подоляк, просто ведет, абсолютно, Freedom, да, вот этот канал. Сейчас появился Freedom Кавказ. Вы меня извините, украинцы, это никакой не Freedom. Это просто полная лажа. Вы меня, конечно, извините за это выражение. И, это не может продолжаться вечно. Люди гибнут. Да, там каждый день Генеральный штаб ЗСУ говорит, что погибло 1100, 1500 ранено русских оккупантов. И украинцы ж гибнут. Украинцы не бессмертные, и имеют ограниченное количество и заканчиваются в конце концов. И это хотят предотвратить, это хотят остановить, хотят дать передышку украинцам, тем, кто сражается, настоящим патриотам, на мой взгляд. Поэтому я имею много что сказать ко всему миру, и к Соединенным Штатам в том числе. У меня есть претензии и украинцам, и ко всем. Над нами совершен геноцид с молчаливого согласия, а иногда участия этого мира. Обвиняя нас в каких-то исламистах, террористах и так далее. До сих пор это продолжается даже. Не так сильно, конечно. Так вот, и даже сейчас я понимаю, что США это великая держава, которая как шериф на Западе, да, в Америке. Другого у нас нет. Да, он где-то может ошибается, где-то он может там не до конца делает свою работу, не может ее сделать до конца. Но для этого есть мы, добропорядочные граждане, которые должны помогать нашему полицейскому навести этот порядок. И объяснять ему, где у него недоработки и так далее. Поэтому, украинцы, не спешите плевать в колодец, из которого пили, из которого наверняка вам еще придется пить. Все будет Ичкерия, слава Украине, God bless America.